Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», и сегодня у нас в гостях, на мой взгляд, очень уникальный и необычный человек, и я предлагаю с ним познакомиться. Это директор Центра оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Добрый мир для всех». Это Лирия Харисовна Куцайманова. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень необычное имя и фамилия для наших мест. И я понимаю, почему. Потому что вы та самая настоящая астраханская татарка. Как астраханская татарка оказалась в Казани и что для вас сегодня Астрахань? В 2015 году я впервые приехала в Казань и сразу влюбилась в нашу родину, о которой мы всегда слышим с рождения и мечтаем приехать в наш родной Татарстан, в нашу любимую Казань, то место, где наша царица Сюембике отдала свою жизнь для спасения своего татарского народа. Для нас эта история передается из уст в уста, из поколения в поколение, и наше желание посетить Казань и прикоснуться к этой истории настолько велика, настолько, что с молоком матери это уже на всю жизнь и любовь передается из уст в уста, от матери к детям. Что такое астраханские татары сегодня и почему вот так бережно вот сейчас рассказываете с такой любовью и о Сюембике своей замечательной, мы поговорим о ней, наверное, тоже позже. Что сегодня такое астраханские татары и как им удается сохранить вот эту культуру, языковую среду и такую любовь к своей родине на таком расстоянии? Астраханские татары на самом деле это люди очень энергичные, отличаются от казанских татар тем, что у нас очень много солнца, жизнерадостные, активные и очень эмоциональные. Если женщина астраханская татарка, то она полна оптимизма, веселья, и все, что она хочет передать этому миру, она его в очень ярком виде сразу передает. Казанские татарки, они более сдержанные, более рассудительные, могут выдержать паузу, но астраханские татарки, они от обилия солнца, это кипучая энергия, будем так говорить. И очень большая роль уделяется сохранению, конечно же, татарского языка, потому что в школах факультативом ведутся уроки, и обязательно именно языковая культура сохраняется. Во-первых, с рождения малыши слышат речь мамы, то, как мама поет колыбельные песни на татарском языке. С молоком матери передается язык. Действительно, это правда. Сколько сегодня в Астрахани проживает татар, и насколько достаточно для проживающих татар вот этой языковой среды, культурной среды? На данный момент в Астраханской области население составляет более 1 миллиона уже. 1 500 000. Вот, порядка около 70 000 человек – это татары. Ну, в среднем это 8%. Вот. Самый крупный район проживания татар – это Астрахань и Приволжский район. Порядка 34% это в Приволжском районе проживают коренные жители татары. А как удается сохранить вот эту национальную идентичность, находясь, в общем-то, 8% населения, да, только татары. Очень много вокруг русскоязычных, значит, представителей. Более 100 национальностей. Более 100 национальностей. Да, южный форпост России, в то же время такое дружелюбие. На самом деле толерантное отношение друг к другу, и в Коране говорится о том, что самое главное, я сделал вас разными народами, чтобы вы друг у друга учились лучшему. Также и у нас в Астраханской области при таком огромном количестве людей мы друг у друга учимся лучшему, действительно, и это прекрасно. А вот прикладываются какие-то усилия для сохранения национальной идентичности? Обязательно, конечно же. Народ жив, пока жива его традиция, его культура, его язык. Это очень важно, поэтому посещение музеев. Вот я, например, являюсь советником музея, Астраханский музей сохранения культуры и быта астраханских татар имени Абдурахмана Умерова Гумари. Гумари, он был учеником Маржани, который был последним муфтием дореволюционной Астраханской области. Да. Вот. Мы стараемся сохранять, и даже у себя на острове я открыла музей Корана, музей татар, для того, чтобы наше молодое поколение могло прийти
и поучиться, посмотреть, как это было раньше, как это сейчас и как это должно быть в будущем. Мне кажется, сейчас зрители немножко удивились, когда вы сказали слово «у себя на острове». Мне кажется, Лерия Харисовна, давайте поясним, что такое остров. И мне кажется, что именно с этого острова, наверное, открылся ваш путь и дальше. Много-много лет назад, в 30-х годах, чтобы сохранить свою религию, мой дедушка со своими родными, близкими, друзьями решили переехать на остров со всех сторон, окруженного водой. Так они переехали на остров, который назвали Килинчи. Киль – это «приходите сюда, те, которые хотят спастись». На данном острове было построено 5 мечетей. Сейчас самая большая соборная мечеть Астраханской области с золотым куполом в центре самого села Килинчи. Там проживают в основном татары. Вообще уникальный остров, более 3000 человек проживает на нашем острове. Он многонациональный. По итогам голосования его выбрали лучшим России. Это вот этот наш остров Килинчи. Когда дедушка переехал со своей семьей, с друзьями, родственниками, то остров стал настолько активно развиваться, и селекционеры наши выпустили красный репчатый лук, сортовые яблоки янтык. Вот. И когда началась война Великая Отечественная, то семья моего дедушки жили не одни, с нами жили еще наши братья, это сестры, это русская семья, которые, чтобы не умереть от голода, вот они как-то объединились, и до сих пор дедушку с бабушкой уже давно похоронили, а вот внуки и правнуки приезжают по сей день, всегда вспоминают и на 9 мая, и на день рождения моего дедушки, моих родителей, всегда с подарками мы друг к другу ездим, общаемся. Для нас это наши родные люди. У нас нет разделения, что вы русские, мы татары, такого нет. Мы как одна большая дружная семья, которая смогла пройти это большое испытание. Война Великая Отечественная, она объединила. Вот. И пандемия, она тоже показала, что люди объединились и вот в это тяжелое нелегкое время смогли объединиться и помогать друг другу. Это очень важно. Вот наш центр, он работает с глухими и слепоглухими людьми. Также к нам приходят незрячие люди. И пандемия показала, насколько большая забота друг о друге существует среди людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть уникальная тоже история, где бабушка, сама глухая, ухаживает за другой глухой женщиной, которая тоже очень сильно там болеет. И они вместе ухаживают за слепоглухим человеком, тоже за бабушкой. Вот. Так объединяются люди. Объединяются люди, да. И это одна женщина, она русская, другая татарка, третья бабушка тоже татарка. Вот они вот вместе ведут такую большую социальную работу. У нас выращивают там все культуры, 3 урожая в год, и даже у меня на земле в 3 гектара выращивается рис, и мы его раздаем совершенно безвозмездно людям, родным, близким, друзьям, знакомым в мечети, чтобы как-то друг друга поддерживать и помогать. В каких условиях вы родились, да, что вы видели, вот как ваша семья всегда сохраняла язык, как сохраняла традиции, какие традиции уникальные для вашей семьи, и вот потом уже поговорим о том, с чем вы приехали в Казань. Татарские традиции, они вообще на самом деле с любовью сохраняются, оберегаются и передаются. Ну, во-первых, человек рождается, да, обязательно исем кушу у нас. Также собираются родственники, накрываются столы, приглашается имам, хазрят мечети, да, дается имя ребенку, это в первую очередь. Затем уже с благословения и родителей, и Всевышнего Создателя ребенок потом вырастает, и каждый шаг он видит, как родственники собираются и друг друга учат вот именно доброму отношению, заботе друг о друге, в первую очередь, о старшие о младших. Вот. Рождение ребенка, потом свадьбы, это сватовство в Астрахани, обязательно с гармошками, обязательно с приданым. У нас дают богатые приданые астраханской невесте. Обязательно, вот у нас говорят, одеваем дом.
Кроме того, что занавески, обязательно это гарнитур спальный, стенка, мягкая мебель, стиральная машина, вся посуда должна быть полностью, дома одевает невеста. И также, когда ребенок рождается, дают приданое ребенку. От рождения, вот прям до 3-5 лет, вся одежда. Мама невесты дает такое приданое, когда ребенок рождается и когда дочку отдает. Это очень, будем так говорить, серьезное событие, к которому готовится много лет с рождения. Язык как сохраняется? Как правило, на каком языке общаются астраханские татары? Как часто переходят на русский? Либо действительно сохраняют, максимально стараются говорить на татарском языке, потому что в окружении других народов? Вообще в семьях всегда стараются говорить на татарском языке. У меня мама всегда говорила: заходишь домой, давай все, переходим на татарский. Когда дети учатся в школе, конечно же, там в основном люди говорят на русском, иногда забываются, но мы сейчас тоже своих детей приучаем говорить дома на татарском. Это очень важно. У меня одноклассницы, например, Оксана Дудкина, Саша Мущинский, всегда понимали татарскую речь, и до сих пор, когда говорят татары, они могут живо участвовать в этом. Но то, что понимают 100% все русские, а поговорить могут только те, кто постоянно тесно общаются. Постоянно, да. Какие еще, например, в чем отличие стола, угощений, явств от казанских татар и астраханских? Ну, у нас на свадьбу... А у вас? У нас нугай балиш называется. Нугай балиш, он большой такой пирог с мясом, с рисом, очень вкусный, очень сочный. Также мы готовим чак-чак, это обязательно, это вот наша общая такая вот, да, традиция. Свадьбы, юбилеи, все праздники у нас чак-чак, это обязательно. Чай пьют также? Чай пьют с молоком. Тоже любят татарский чай с молоком. Сухофрукты, изюм, финики, это обязательно должно быть на столе. Мед, татарский мед, это вот мы обязательно заказываем. Вы приехали, вы влюбились в Татарстан, остались здесь с огромной любовью к Сюимбике, о чем мы уже говорили, да, сегодня. И вот вы организовали вот этот центр помощи, он тоже, наверное, если его можно сравнить с островом, это тоже как остров помощи тем, кто в этом нуждается. Совершенно верно. Вот вы ведь сама организовали, либо какая-то помощь была вот и Татарстана, и Астраханской области, как все это происходило, чтобы этот центр появился на свет? Это, конечно, очень интересная вообще история о том, что я приехала на 3 дня в командировку в Казань, и нас привезли, показали мечеть Ярдам, где велась работа с незрячими людьми. И я, конечно же, первый вопрос у меня был: чем я могу помочь? И они объяснили, что им нужны приборы брайлевская строка +40 для обучения компьютерной грамотности незрячих людей. Нужно было собрать порядка около 3 миллионов. И я была в отпуске, я говорю, я готова помочь. Я организовала благотворительный концерт. Провела презентацию в Госсовете, благотворительный концерт. Собрали более 100 активных в Татарстане, в Казани предпринимателей татар. И, слава Богу, мы собрали эти деньги и подарили мечети. Так они попросили, чтобы я осталась у них уже как директор попечительского совета фонда Ярдам. До 2017 года я работала в Ярдаме. Затем уже перешла советником в ресурсный центр КФУ, а затем Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих попросило помочь в решении многих вопросов нерешаемых. У общества глухих была проблема, что они не могли никак с 2011 года решить вопрос по оказанию адресной помощи МЧС, чтобы глухие люди могли позвонить. Нужен был сурдопереводчик. И мы благодарны Рустаму Нургалиевичу, который откликнулся и предоставил все условия для того, чтобы в МЧСе начали работать сурдопереводчики. МЧС позвонила нам, мы приехали туда с сурдопереводчиками. Адыгам Акзамович, руководитель нашего проекта по реабилитации и социализации инвалидов по слуху, глухих и слепоглухих, собрал сурдопереводчиков, которые работают вместе с ним, и глухих людей. Мы проехали в МЧС, провели тестирование рабочего места. И запустили проект, да? Да, этот проект запустился.
но на данный момент он работает с 8:30 утра до 5 вечера, и с 5 вечера приходится опять нести нагрузку уже нам самим. Нам бы хотелось, чтобы, конечно же, Рустам Нургалиевич и МЧС все-таки сделали его круглосуточным. Да, это очень важно. Вообще, кто ваши подопечные вашего центра? Кто к вам может обратиться за помощью? Ежедневно к нам в центр идут люди. Все абсолютно. Со всеми проблемами? Да, люди с инвалидностью, люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, маломобильные люди. Все могут прийти к нам. Улица Маржани, дом 20. Мы благодарны Мансур Хазрату. Мечеть Маржани для нас стала таким маяком, который совместно с нами ведет большую эту социальную работу. Мы собираем у себя людей ежедневно, обучаем их. Обучаем языку Брайля. Это недавно ослепших людей, это глухих людей, которые с возрастом становятся слепоглухими. Проблема слепоглухих для нас очень актуальна. Вот Адыгам Акзамович Юмагулов, он ищет сам лично слепоглухих людей. Мы и во время пандемии ездили с продуктовыми наборами, объезжали порядка около 100 семей глухих, которые постоянно были у нас на попечении. Вот. Ежедневно они к нам приходят, от 50 человек. Мы стараемся им помочь всеми силами. Студенты КАИ более 100 человек. 180 детей, это школа Ласточкина, по соглашению с IT-парком обучаются программированию. Далее мы по рекомендации КАИ готовим уже специалистов со школы, для того, чтобы они были уже подготовлены, потому что в КАИ они тратят целый год для того, чтобы они освоили термины технические. Это тоже очень важно. Вот. Работа с глухими детьми очень важна. Глухой человек, он слышит... Дело в том, что абсолютно тотально глухих очень мало людей. Они слышат звуки. Например, в слове «хорошо» глухой человек услышит и букву «о», и букву «р», но «ш» и «х» он не услышит. Поэтому в слове «мама» он слышит «аа», в слове «папа», это я показываю как «папа», он тоже слышит «аа». Поэтому глухой человек может говорить. И создали, вот директор КАИ Анатолий Васильевич, он создал уникальный прибор, называется «Бикар», который мы тоже приобрели. К нему есть специальные костно-проводимые наушники, и глухой человек может слышать вот эти вот звуки. Низкие звуки он слышит, а высокие он не слышит. Поэтому... То есть вы сейчас помогаете, это не только, например, финансово продуктами, то есть вы помогаете человеку реализоваться в жизни, да? То есть вы обеспечиваете, у вас главная задача, наверное, ввести его в жизнь, дать ему удочку. Да, совершенно верно, трудоустройство. Вот мы на данный момент стараемся трудоустроить глухих людей, слепых людей, чтобы они могли обучаться и дальше преподавать. Первое – это образование, это самый основной фундамент. Да? Человек, получая образование, получает точку опоры в жизни. Вот у нас Райся, она переехала в Татарстан, она татарка, с мамой из Узбекистана. Потеряли паспорта. 22 года у этих людей нет паспортов. И когда они пришли к нам, мы решили, вот Адыгам Акзамович уже долгое время занимался этой проблематикой, смогли восстановить их личность. Женщина 22 года без инвалидности, слепая. Мама глухая, дочка слепая. Вот как им общаться? Слава Богу, они пришли к нам. Маму вначале мы определили в приют, потом все-таки нашли жилье. Дочь у нее, она начала учиться языку Брайля. Она сейчас выучила алфавит. Вот она уже пишет. У нее есть стимул стать преподавателем языка Брайля. И у нее есть желание дальше жить, потому что человек в такой стрессовой ситуации, когда нет документов, нет образования, он в чем-то должен себя найти. И мы стараемся им предложить самое лучшее. В Коране сказано, что ждите от меня самого лучшего, надейтесь получить от меня самое лучшее. И этот принцип мы тоже передаем им. Мы им объясняем, что просите лучшее, и когда что-то вы помогаете людям, тоже давайте самое лучшее. Не отдавайте то, что вам не нужно. У вас сейчас вы тоже говорите о том, что нет и благотворительности национальности, и название вашего центра «Добрый мир для всех».
И вот сегодня, когда у единого татарского народа с великой историей, культурой, традициями, и когда все чаще звучат иногда слова, что мы астраханские татары, а вы казанские, мы кряшины и так далее, вот это... Как вы воспринимаете то, что пытаются некие псевдоисторики, наверное, попытаться либо разделить, посеять вот эту какую-то рознь? Мы все уникальны, но ведь мы единый народ. Как вы реагируете на это? Какой бы вы ответ дали вот подобным псевдоисторикам? Мы всегда возвращаемся к нашим корням, к нашим истокам. И все священные писания, они говорят о том, что нашим праотцом и праматерью является Адам и Ева. Нельзя делить людей. И вот конкретно вот на примере наших подопечных глухих людей мы всегда людям объясняем. Вы посмотрите, это единый народ. Единый народ. Не делится ни на нации, ни на религии. Также и татары. Нет разделения. Вот на самом деле к нам приезжают татары из Москвы, из других стран, ближнего, дальнего зарубежья. Вот именно объединяясь в Татарстане, приезжая сюда, люди понимают вот свой стержень именно татарского народа, что он единый язык. Да, диалекты бывают разные, но народ мы единый. А вообще все люди на планете, мы все единые, от одного отца и от одной праматери. Адам и Ева. И такой последний вопрос. Что для вас лично быть татаркой? Что это значит? Для меня лично быть татаркой – это любовь к родине, любовь к семье, к матери, к отцу, уважение к своим соседям, друзьям, близким, уважение ко всем созданиям на этой земле. И обо всех мы должны заботиться и всем стараться помочь. Вот мы, например, своим глухим стараемся помочь в трудоустройстве. Каким образом? Обучение – это раз. Во-вторых, мы запустили производство дезинфицирующего средства. У нас с марта месяца никто не болел из наших подопечных. Прекрасно. И педагогов, и нас самих. Следующее – это производство пельменей с картофельной начинкой, с мясной начинкой, чтобы глухие люди могли развивать моторику рук. К нам приходят инвалиды разных категорий. Вот они сами приготовили, затем вместе пообщались, сварили, покушали. Это общение, это коммуникация, это очень важно. Затем сейчас у нас новый проект. Мы хотим создавать мини-фермы, выращивание зелени, это тоже трудоустройство глухих и инвалидов, то есть конечно. Создание производства для них. Да. Какая у вас мечта? Каким центр должен быть через 5 лет? Вы знаете, мы написали письмо Рустаму Нургалиевичу о том, чтобы был в Татарстане лечебно-учебный, спортивный, оздоровительный, духовный центр «Дом добра», где был бы тактильный сад. Очень важно, чтобы люди, которые не могут увидеть вот это большое красивое дерево, есть небольшие карликовые деревья. Такой тактильный сад есть в Москве. Мы там были. Когда собирали все фонды, нам показали, как работают там на высшем уровне. Но Татарстан является у нас лучшим во всех социальных вопросах, мы лидируем. И вот в Казани поддержали, и из других регионов тоже. Все хотят приехать и вот именно увидеть этот дом добра, чтобы могли проходить реабилитацию социальную, духовную, физическую. Его такого нету. У глухих раньше был культурный центр, был на Даурской тоже дом глухих. И сейчас вы хотите его создать один большой дом добра. Нет ни театра, ни кинотеатра, ни кафе для глухих. И это все объединено сейчас у нас в маленьком нашем центре. А мы хотим, чтобы это было для всех на залоге, но он должен быть лучшим. Где могли бы проходить и санаторное лечение, и духовное, и реабилитационное, инвалиды всех на залоге. Пожелаем исполнения вам вашей мечты. Аминь. Спасибо. Пожелаем тесной связи с Родиной. Аминь. Пожелаем действительно крепкого здоровья вашим подопечным, успехов, чтобы у вас реализовались все планы. Спасибо. И я напоминаю, что гостем программы «7 дней плюс» сегодня была удивительная женщина, директор Центра оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Добрый мир для всех» Лирия Харисовна Кусайманова. Большое спасибо, Бигзур Ахмад. Спасибо. До свидания. Сау болғыз.